Вашему вниманию представляется тема круглого стола эффективность применения процесса переинтеграции на ликвидации разлива нефти деятельности Лукоярского. Экономика компании в последние годы был проведен большой объем комплексных работ по восстановлению нарушенных водных объектов. Работы, связанные с восстановлением интегрированных водных объектов, выдают финансовые затраты. В связи с этим более востребованы современные технологии. Целью данного доклада является поиск научных технологий и решения задач по минимизации влияния нефтегазения на касательство излучения. Сегодня мне хотелось бы довести до вашего внимания применение технологий на примере собственной аварии, повлекшей с собой разлив нефти на Ленинградском нефтегазопроводе. На слайде была представлена основные характеристики безопасности нефтегаза, а также географическое положение Ленинградского нефтегазопроводного месторождения. На следующем слайде представлена технологическая схема эффективного сбора и транспорта нефтегаза Ленинградского месторождения. Общая протяженность нефтесборных трубопровода составляет более 22 тысяч метров, которых 7600 метров или 33% проложены в труднодоступных местах, заставленных моноколесами заболоченной местности без возможности подъезда техники. К нашему глубокому сожалению, как было уже озвучено ранее, как и большинство нефтегазоплатящих компаний, осуществляют свою деятельность на территории субъектов федерации Башкортостана с аварийного разлива нефти в июне этого года. На данном слайде представлена фотосъемка последствий разлива нефти, сделанная в первые дни снабжения. Как видно из представленных фотографий, герметизация внутрипромыслового нефтепровода произошла в ключевых местах, труднодоступных для оперативного реагирования на возникшую аварию, что в свою очередь повлияло на масштабы процедуры загрязнения. Расчетный объем разлива нефти составлял не более 3 кубических метров, но учитывая обильное таяние и рельеф местности, площадь разлива оказалась гораздо большего масштаба. А для оперативной визуализации отсутствие подхода и подъезда техники транспорта труднодоступность была невозможна для оперативного осуществления. К основным причинам разлива нефти и нефтепродуктов относится износ производственного оборудования как следствие потери герметичности трубопровода от химических воздействий, дефективные врезки нефтепроводы и аварии при транспортировке нефтепродуктов. Кроме того, немаловажной причиной в последнее время является различные качества выпускаемых судной продукции различных заводов СПТ. На данном слайде внизу представлена фотография ученого участка аварийного нефтепровода Ленинградского месторождения, на котором произошло именно локальное разрушение положительного обучения несоответствия качества стали. К сожалению, механики-спиртовики зачастую в последнее время становятся сложниками подобной ситуации. Главной задачей рекультивации является максимальная мобилизация внутренних ресурсов и эффективного восстановления своих первоначальных функций. Основным методом на этом слайде хотелось бы отнести это термический метод. Данный метод имеет массу отрицательных моментов. Во-первых, в этом случае происходит повторное загрязнение земель окружающей среды. Физико-химический метод достаточно широко применяется для очистки нефти самостоятельно, как и сочетание с другими способами. Широко используются реакционные методы,
Ввиду сложившейся аварийной ситуации на нашем месторождении, а также с учетом достаточно короткого весенне-летнего периода для устранения последствий аварийного разлива, нами была проделана огромная работа по подбору оптимального метода, позволяющего выполнить работы в столь короткие сроки, но самое главное, сохранить естественную экосистему загрязненных земель. И этот выбор был сделан в пользу биологического метода рекультивации нарушенных земель. И вот почему. Преимущество данного метода, в отличие от вышеуказанных, мы выделяем следующее. Это экологическая безопасность, увеличение скорости естественной деградации, отсутствие вторичного загрязнения и относительно невысокая стоимость применения данного метода. Единственным недостатком в нашей ситуации являются климатические условия, заключающие в очень коротком пребывании в регионе положительных температур. На данном слайде представлены составы значения подобранного и примененного в условиях биологического препарата для очистки продуктов и нефти в зависимости от загрязненных почв и воды Юлианского месторождения. Хотелось бы отметить, что биопрепараты представляют собой порошок с мелкокристаллическими излучениями способного значения, обеспечивают долгий срок хранения, экологически безопасный, нетоксичный, имеют высокий стабильный гипержизнеспособность микроорганизмов, содержат минеральные компоненты. Деградация нефтепродуктов в широком диапазоне температуры от 4 до 35 градусов. И самое главное, ускорение естественного восстановления почвы сокращается с 5-10 лет, до 3 месяцев. На следующем слайде представлены характеристики биосорбента, также подобраны и применяемы для завершающей стадии биологической обработки почвы и воды на месте разлива. Данный сорбент представляет собой натуральный природный материал, слабо разложившийся в озоновый торф любого типа, обработанный специальным способом. Предназначен для сбора и деградации нефти, продуктов и переработки с целью очистки почвы и воды и загрязнений. Данный сорбент способен поглощать, стабильно удерживать и подвергать биологическому разложению нефти и нефтепродуктов. Сорбент не образует токсичных соединений воздушных сетей и источных водах. Достаточно широкая температура применения от минус 50 до плюс 60 градусов. И самое главное, при этом хотелось обратить ваше внимание на то, что основной отличительной особенностью данного сорбента является возможность оставления сорбента после применения в почве, при этом произойдет биоразложение, так называемая биомедиация нефтепродуктов в течение 40 дней. С учетом представленных материалов применения метода биологической рекультивации почвы и воды в результате разлива нефти, а также учитывая ограничения во времени пребывания под температур, определены для нас следующие этапы. Это обнаружение, локализация, применение физико-химического метода и, собственно, сам биологический метод, который мы выделили на два этапа. Биологическое воздействие бактерий и биологическая ремедиация сорбента нефтепродуктов. На следующих слайдах представлены обзорные фотографии этапов ликвидации, то есть 13 слайд у нас отражена само обнаружение и локализация. Учитывая отсутствие наличия биопрепаратов, биосорбентов количество на месте разлива, а также короткие сезонных температур, нами принято решение до ожидания поставки биологических препаратов при ликвидации разлива. Нефть применяет физико-химические методы, для чего были использованы имеющиеся на месте сорбирующие препараты. Данная работа была проведена с 10 июня по 15 июля. Далее, после прибытия биопрепарата Оксидойл, был применен способ внесения, основанный на распылении микроорганизмов методом дозирования. Фотографии представлены. За период с 28 июля по 2 августа внесено на площадь разлива 360 микрокубических раствора данного биопрепарата. Цикл действия биопрепарата предусмотрен 30 дней до 3 месяцев. При этом, понимая сроки положительных температур, места с повышенным содержанием нефтепродуктов были неоднократно обработаны повышенной концентрацией микроорганизмов. При расчетной концентрации биопрепарата 200 кг на гектар подписки концентрация составила более 160 кг. На слайде 16 представлены фотографии с места ликвидации разлива нефти по состоянию на 22 августа, находящихся под воздействием биопрепарата. Отчетливо видно, что участок подвергнутый загрязнению меньше концентрации имеет результат 100% очистки почвы и воды. На участках повышенной концентрации нефтезагрязнений продолжается действие очистки почвы методами микроорганизмов.
Данную стадию работы мы для себя определяем как завершающую, так как препарат имеет свойства абсорбирования с последующим биоразложения в течение 150 дней. Работы по данной стадии будут проведены в период от 8 августа по 30 сентября. Одновременно с процессом биоинвентаризации будут проведены работы по расширению почвы для повторения процесса биоразложения нескольких дней. В основных выводах нашей проделанной работы по применению биологических методов и культивации произведенных земель на примере разрыва нефти на собственном месторождении хотелось отметить следующее направление. Это экологически